В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшекпшара. Здравствуйте. Общественность Абхазии высказывает свое отношение к требованию оппозиции об отставке президента страны, называя его антиконституционным. Прошедший 21 октября съезд партии Ам-Цахара, к сожалению, показал неконструктивную позицию, по крайней мере, ее руководства, говорится в частности в распространенном заявлении администрации Сухумского района. Прозвучавшие на съезде выступления некоторых ораторов, в том числе и руководителя партии, отличались крайне низкой политической культурой. Вместо аргументированной критики действующей власти, выступавшие на съезде зачастую прибегали к откровенной брани и оскорблениям отдельных личностей представителей власти, подчеркивается в заявлении. Администрация и собрание Сухумского района, а также администрации сел Псху, Гума, Баслата, Дзыкута, Акапа обеспокоены необоснованными заявлениями оппозиции и выражают поддержку власти и президенту Раулю Хаджимба и выбранному им курсу. Требование оппозиции об отставке президента нарушает основной закон нашей страны. Определенные реваншистские силы ждут момента ослабления нашей государственности, чтобы лишить нас нашей силы, свободы и независимости. Только единство всего народа Абхазии поможет нам построить цивилизованное, процветающее, экономически развитое государство, сохранить свой язык, культуру и нацию, говорится в частности в обращении собрания Голрипшского района к гражданам Республики Абхазия. Районное собрание Галского района республики в связи с политической обстановкой в стране выразило свою поддержку законно избранному президенту и полностью поддерживает решение Народного собрания Абхазии. Собрание Галского района выступает за диалог политических сил и за стабильность в стране. Об этом, в частности, говорится в заявлении собрания. Требования оппозиции к президенту об отставке, а также к парламенту страны о назначении досрочных президентских выборов ставят наше государство на путь, ведущий к очень опасному для нашего многонационального народа развитию политической ситуации, способной привести к разбалансированию всей государственной системы, которая в конечном итоге представляет собой угрозу национальной безопасности абхазского государства и способна нанести сильнейший удар по суверенитету и государственности нашей страны, подчеркивается в заявлении собрания Галского района. Движение «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость» призывает ветеранов Аруа, Ам-Цахара и все политические силы сесть за стол переговоров. Только совместными усилиями можно достичь согласия в обществе, отмечается в частности в распространенном обращении Координационного совета движения матерей Абхазии. Политические силы не должны выходить за рамки правового поля, подчеркивается в заявлении. Движение матерей Абхазии заявило, что всегда поддерживало и будет поддерживать законно избранного президента страны. Общественно-политическая обстановка в стране вызывает глубокую тревогу и озабоченность членов Академии наук Абхазии. Академики предлагают всем сторонам вернуться за стол переговоров. Такой шаг позволит всем высказать свою позицию и принять совместную программу выхода из кризиса. Академия наук Абхазии призывает всех граждан страны проявить благоразумие, мудрость, терпение и уважение друг к другу, говорится в обращении Академии наук Абхазии. Адвокат Умар Бирулава сделал заявление в связи с обвинениями, прозвучавшими в его адрес на внеочередном съезде партии Ам-Цахара. 21 октября 2015 года в городе Сухум председатель партии Ам-Цахара Алхас Квичиндия позволил себе оскорбить меня. Он сказал буквально следующее, что якобы я во время грузино-абхазской войны дезертировал, не выполнил указ Арзенба и скрылся в Грузии. То есть, он обвинил меня в совершении особо тяжких преступлений, дезертирства и измены Родины. Данные статьи Уголовного кодекса предусматривает за совершение такого преступления до 15 лет или смертной казни. Таким образом, я считаю, что если Квичиндия прав, то Генеральная прокуратура Абхазии обязана возбудить уголовное дело в отношении меня и расследовать. Если Квичиндия это все придумал, это он придумал, сочинил, потому что ничего подобного не было и не могло быть, то он сам должен быть привлечен к уголовной ответственности за клевету. Правда, у него статья будет чуть меньше, до 5 лет. Что бы имело место в действительности? В действительности я, когда началась война, работал в руководителе следственной части
города Сухум. И когда грузинские фашисты, нарушив договоренность, ворвались, то тогдашний министр дал приказ всем сотрудникам абхазской национальности сдать оружие, то есть сдаться грузинам и находиться в здании милиции. Я не выполнил данный приказ и вместе с оружием скрылся. Я знал, что если меня задержат, меня либо арестуют, либо могут расстрелять, потому что я до войны активно выступал против грузинов, против политики Шаварнадзе, Камсахурди, когда они проводили против Абхазии. И зная это, я вынужден был скрыться, спрятаться. Если уважаемый Петиня считает, что я должен был сдаться в плен грузинам, и этим совершил бы я героизм, то я так не считаю. Я вынужден был спрятаться сколько возможно, но однако потом, после того, как я вышел из оккупированного Сухума, я перебрался на Западный фронт, то есть на Гумистинский фронт, где я проходил службу по приказу тогдашнего министра Анхаб в городе Гагра. Затем, когда наступление началось на город Сухум, был создан батальон милицейский, где я был включен. Я с оружием в руках принимал участие в освобождении города Сухум. Чтобы никто не думал, что это голословно, что это не так. Есть личное дело мое в МВД, где есть приказ о моем назначении Анхаб, есть приказ о моем присвоении очередного звания подполковника во время войны город Гудаута, есть в паспортной службе форма номер 1, где я получал паспорт в Гудауте во время войны, есть приказ легендарного нашего полководца Гивика Мугевича, который 1 октября назначил мне в следствие города Сухум, а затем в 1994 году он мне назначил руководителем следственной части МВД Абхазии. Я убежден в том, что Петиня Алхаз ввели в заблуждение, что и мы этот текст написали, так как я с ним вообще не знаком, он меня не знает. И если он извиниться передо мной, перед моей фамилией, которую он так оскорбил, так унизил, то я могу не подавать на него заявление. Но если он не извинится, это значит, что он это сделал умышленно, он должен за это нести уголовную ответственность. Инициативная группа граждан Абхазии заявила о создании новой политической партии «Демократическая Абхазия». Учредительный съезд политической партии «Демократическая Абхазия» планируется провести 20 ноября в Сухуме. Этой зимой системных отключений электроэнергии в Гагарском районе не будет. Об этом в интервью абхазскому телевидению сообщил генеральный директор Черноморэнерго Аслан Басария. По его словам, в настоящее время на подстанции Гагра-1 идет установка еще одного мощного трансформатора, который позволит бесперебойно обеспечить район и город электроэнергией. Работы по установке и запуску трансформатора в эксплуатацию завершатся в ближайшие 20 дней. Мы подготовили большой трансформатор 25-мегаваттной мощности, который у нас был предусмотрен совершенно на другую подстанцию, именно на Гагру-1, для того, чтобы жители совершенно спокойно прошли зимний период, насколько это возможно. То есть речь идет об увеличении мощности подстанции Гагра-1 на 15 мегаватт. То есть на сегодняшний день там стоит 2 трансформатора по 10 мегаватт. Их мощности зимой, в зимний период не хватает, в связи с чем было периодически зимой практиковалось веерное отключение. Соответственно, если эта замена произойдет, а, как вы знаете, этот трансформатор уже находится на Гагре-1, в принципе, этих веерных отключений в зимний период не будет. Для вашего понимания, достаточно большой трансформатор и в масштабах, и, собственно говоря, требует очень много дополнительного оборудования. Мы за этот период, вот с конца лета, начали подготавливать этот трансформатор. Что такое подготовка? По сути, это был капитальный ремонт. Естественно, мы приобретали то оборудование, которое нужно на этот трансформатор. Мало того, еще ждем часть этого оборудования, но тем не менее в ближайшее время он будет непосредственно установлен. Одна очередь будет обеспечена питанием. Как только мы получим дополнительное оборудование, трансформатор полностью будет введен в работу. И мы надеемся, что в течение ближайших 15-20 дней работы полностью завершатся. И мы пройдем зиму достаточно успешно именно в Гагарском районе.
Президент Федерации футбола Абхазии Руслан Аджинджал поздравил легендарного бразильского футболиста Пеле с 75-летием. Пеле Эдсон Арантис ду Насименту, всемирно признанный король футбола, единственный трехкратный чемпион мира по футболу, лучший спортсмен столетия Бразилии, спортсмен столетия по версии МОК, футболист столетия по версии ФИФА, легендарная десятка сборной Бразилии. В поздравлении отмечается, что ветераны футбола Абхазии и болельщики со стажем прекрасно помнят волшебную игру Пеле. А сегодня, благодаря кадрам хроники и документальному фильму «Это Пеле», с ней знакомы и молодое поколение, в том числе и самые юные спортсмены. Завершилась спартакиада школьников по мини-футболу среди сухумских школ. В финале встретились команды 1 и 14 школ. Со счетом 4-0 победу одержали юные футболисты первой школы. По словам главного специалиста управления образования администрации города Сухум по физической культуре и спорту Татьяны Мухвари, в этом году в спартакиаде участвовали 15 столичных школ, а также впервые команда Сухумского лицея-интерната. В соревнованиях приняли участие 15 команд города Сухум и плюс лицей-интернат города Сухум. Это впервые они приняли участие и проявили себя очень хорошо. Команда заняла лицея 5-е место. Как всегда, фаворитами этого турнира была команда по мини-футболу школы номер 1. Они выиграли этот турнир. Призерами стали 14-я и 6-я школы. Хочется отметить, что весь уровень футбола, детского футбола в городе, конечно же, вырос. Наверное, это благодаря тому, что много детских площадок, много спортивных секций, и футбол в городе, во всяком случае, развивается неплохо. Сейчас сообщение Нацбанка о курсах иностранных валют. Доллар 61 рубль 93 копейки, евро 68 рублей 79 копеек. И о погоде. По сообщению гидрометеослужбы, в выходные дни в Абхазии ожидается ухудшение погоды. Будет облачно, временами дождь ливневого характера с грозой. Температура воздуха ночью плюс 15-17, днем плюс 20-22 градуса. Температура морской воды плюс 23 градуса. По Сухуму облачная погода, временами дождь. Температура воздуха ночью плюс 16, днем плюс 21 градус. Информационный выпуск завершен. Я желаю вам всего доброго и прощаюсь. До встречи в эфире.